Какие предложения? Начать? Давайте мы начнем Да, постепенно думаю, пора начать. да, присоединяться. Во-первых, меня зовут Вешникова Ольга Анатольевна, я представляю Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. Мы инициировали эту встречу. Я отношусь с благодарностью ко всем, кто сегодня присоединился. Здорово, что у нас есть представители органов власти, налоговой. Сейчас у нас присутствует здесь заместитель министра молодежи и социальным коммуникациям Надежда Вячеславовна Махначевская. Мы ей дадим слово первой, потому что она находится на обучении и может в любой момент отключиться. К нам должен был присоединиться, сейчас вот я постараюсь проверить, представитель Минимущества. Мы приглашали, и была обратная связь, должен подключиться первый заместитель Минимущества Республики Саха-Якутия Степанов Владимир Николаевич, также из секретариата зампредседателя правительства Республики Саха-Якутия Балабкиной Ольги Валерьевны Аюнская Сардана Платоновна, мы ждем ее, может быть, уже подключилась. Кроме Она того, подключилась. Ага. подключилась, спасибо, будут представители из других министерств и ведомств, но мы также приветствуем на нашей Zoom-платформе представителей нашей инспекции налоговой, Уваровский Александр Семенович, Медведева Марина Николаевна, Анисимова Марьяна Васильевна и Щербакова Марина Николаевна. Здорово, что у нас 4 представителя налоговой. Здесь это хорошо. Мы также приглашали Сбербанк, но все передали мне. Я информацию по мерам поддержки банковской сферы вам предоставлю. Тогда я предлагаю начать. И, наверное, Надежда Вячеславовна, мы вам дадим слово, и потом продолжим с презентацией нашей. Да, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Ольга Анатольевна. Но хорошо, что у нас проходит сегодня достаточно в обширном виде такое рассмотрение наших мер поддержки некоммерческих организаций, которые как раз-таки инициировала у нас наша головная некоммерческая организация республики, Единый ресурсный центр, и мы, в принципе, к этому подключились. Как Ольга Анатольевна сказала, сегодня у нас должны быть представители, значит, и администрации главы правительства, и правительства республики, и общественной палаты тоже мы ждем. Надеюсь, что подключились наши коллеги с налоговой и со Сбербанка, я так поняла, представителей нету. Но сегодняшняя наша задача – это в первую очередь разработать, обсудить и разработать те механизмы, по которым мы должны на сегодняшний день действовать. Понятно, что мы, возможно, немного опоздали с этими мерами, которые мы, возможно, могли бы использовать чуть пораньше, но лучше начать поздно, чем никогда. И все, значит, у нас вытекает из тех обстоятельств, что Ольга Анатольевна съездила, значит, на семинары по обмену опытом во Владивосток и, значит, узнала некоторые, скажем, меры поддержки, которые на сегодняшний день не так масштабно, возможно, вообще не распространены у нас в республике. Это как работает у нас постановление правительства Российской Федерации 696, 160 распоряжение и внесение изменений в налоговый кодекс, это 173 федеральный закон. Я прошу все муниципальные образования и те некоммерческие организации, которые сегодня подключились, принять активное участие на данном обсуждении. Я надеюсь, что та информация, которая до вас будет доведена, она будет интересна и нужна, и она на самом деле очень актуальна. И я думаю, что, Ольга Анатольевна, мы потом сделаем список по муниципальным образованиям, да? Нужно будет свести, наверное, список тех некоммерческих организаций, которые у нас претендуют на
тоже получение льготного кредитования со Сбербанком, с работы со Сбербанком. И в каком-то виде мы аналитику эту должны, наверное, видеть. И по итогам сегодняшнего совещания у нас будут выработаны определенные предложения, которые мы совместно с Единым ресурсным центром договорились направить в адрес председателя правительства и в адрес курирующего заместителя председателя правительства Ольги Валерьевны Балабкиной. И я надеюсь, что это письмо мы сегодня-завтра сформулируем, направим, и на следующей неделе уже получим определенные поручения, по которому нам дальше нужно будет двигаться. Так, я, наверное, здесь есть наши коллеги с министерства, с нашего министерства, и с Ольгой Анатольевной мы, наверное, вечером после обучения я вам позвоню, мы обсудим тот формат работы, который мы выработаем по итогам сегодняшнего совещания. И всех активно призываю подключиться к обсуждению этих вопросов и дать свои предложения, каким образом мы можем дальше двигаться. Спасибо, коллеги. Да, спасибо большое, Надежда Вячеславовна, что нашли время из Владивостока к нам присоединились. Наша техническая поддержка, вот коллеги из Устьяны пишут, что отсутствует звук, и еще не слышен звук от Жанны. Проверьте, пожалуйста, сейчас вы нас слышите, коллеги? Самое главное, чтобы мы друг друга слышали. Звук появился, отлично. И я все-таки прошу еще раз, кто подключился к нам чуть позже, чтобы все присутствующие написали ваша фамилия, имя, отчество, номер телефона, ведомство или некоммерческую организацию, которую вы представляете. У нас идет запись, будет протокол, и, как уже сказали, наши предложения сегодня выработаны, мы будем направлять в адрес правительства для того, чтобы все-таки наши меры поддержки для развития некоммерческого сектора, они были реально прозрачны и ощутимы для нас. Можно слайд пустить? И я хотела бы сказать, что мы будем говорить сегодня совместно с нашим юристом нашего единого ресурсного центра Вячеславом Ядреевым. Следующий слайд, пожалуйста, Дмитрий. Он рассмотрел все меры поддержки, которые у нас есть. И мы будем говорить о кейсах, которые мы на себе испытали, как Единый ресурсный центр, и другие некоммерческие организации. Но вот в такой микрогруппе, которую мы создали на днях, Общественный центр Курашова-24, я увидела, что только 2 некоммерческие организации на данный момент смогли воспользоваться, я имею в виду федерального уровня, да, мерами поддержки. Но давайте мы не будем забывать о том, что у нас прошел конкурс грантов главы, и это беспрецедентная мера поддержки, я считаю, в эпоху пандемии, потому что у нас было все онлайн, у нас был принцип одного окна, выделено 56 миллионов рублей. На Дальнем Востоке таких мер поддержки нет ни в одном регионе, это точно. Был портал, был единый ресурсный центр, был уполномоченный орган, Министерство по делам молодежи, и конкурс прошел. И то, что он был онлайн, наверное, это было здорово, потому что все-таки в эпоху пандемии, я считаю, это одна из мер поддержки. И вот буквально прежде чем приступить, я хотела бы сказать о тех вызовах, которые на данный момент существуют, вызовы вообще власть, общество, бизнес, и как НКО в эпоху пандемии себя проявили. Я хочу сказать, что здесь присутствуют на нашей площадке сейчас те НКО, которые взяли на себя очень большой Центр по работе с волонтерами, Арена 31, ресурсные центры, многие организации, которые со своими целевыми группами и так работали, да, не останавливаясь, но в эпоху пандемии, мне кажется, они выступили флагманами и взяли на себя очень большой объем работы, и могу сказать, мало кто из особенно волонтерских движений наших, и в районах было много корпусов волонтеров организовано, наверное, мало кто получил вот такую меру поддержки, как на оплату услуг,
возмещение офисных расходов, да, и так далее. Вот эти вещи, мне кажется, мы должны сейчас услышать друг друга для того, чтобы затраты у некоммерческих организаций были. Но есть еще второй вызов. Действительно, некоторые НКО у нас ушли на дно, и мы их не видели. Они как бы в спящем режиме, но есть такой, это во всех регионах происходит, но просто у них формат такой, что они проводят свои мероприятия офлайн, и для них важно акции, конференции, форумы и так далее. И дальше, какие еще вызовы? Мне кажется, увидели, что без некоммерческих организаций очень сложно выжить, потому что помощь одиноким престарелым, трудной жизненной ситуации и так далее оказывали именно люди с активной жизненной позицией и представители некоммерческих организаций. И я бы сказала, что порой просто у нас власть, бизнес, вообще просто наше общество даже не знает о том, что есть НКО, что они делают, и это такие солдаты невидимого фронта. И, может быть, наша задача, в том числе ресурсных центров, нам подсветить вот эту вот работу, да, осветить ее, и чтобы было понятно, что это не по волшебству было сделано, ну, просто грандиозные вещи, кстати, рискуя своим здоровьем, получается, и жизнью в том числе. Да, вот Булунский улус у нас не слышит, это у нас арктические районы, может быть, это каким-то образом связано с интернетом, техническая поддержка, проверьте, пожалуйста. Вот, и давайте перейдем к мерам поддержки. Все, что мы сейчас будем говорить, это федеральный уровень, и всем этим мы можем воспользоваться. Вячеслав, я вас прошу. Ага, здравствуйте. Всем слышно меня, да? Меня зовут Ядреев Вячеслав Сергеевич. Вот, и мы хотим перечислить меры поддержки, которые были созданы государством для помощи некоммерческим организациям выйти из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. С весны 2020 года уже было издано, так сказать, немало постановлений, распоряжений правительства Российской Федерации, законов, писем и так далее, иных нормативно-правовых актов. Вот. Сразу скажу, что мы воспользовались сайтом Минэкономразвития Российской Федерации, где уже был перечень этих мер, уже был сформирован этот обзор, краткое содержание, очень удобный. И внизу имеется ссылка на нормативно-правовой акт. Вот. И мы хотели бы вас ознакомить с этим кратким обзором мер поддержки некоммерческим организациям. Первое. Меры поддержки, предусмотренные для всех некоммерческих организаций. Во-первых, снижение количества контрольных мероприятий. В 2020 году в отношении некоммерческих организаций будут проводиться только внеплановые проверки на основании причинения вреда жизни и здоровью граждан. Это коснется всех некоммерческих организаций численностью не более 200 человек по состоянию на 2019 год, за исключением политических партий и организаций из реестра иностранных агентов. Основание постановления правительства РФ номер 438. Здесь все понятно, да? Переходим к следующему слайду. Во-вторых, освобождение от уплаты неустойки при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по государственным контрактам. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства из-за пандемии поставщик вправе ссылаться на это как на основание освобождающего от уплаты неустойки. А заказчику предоставляется право при осуществлении закупок до 31 декабря 2020 года не требовать от исполнителя исполнения контрактов и гарантийных обязательств из-за последствий пандемии. Основание — совместное письмо Минфина, МЧС и ФАС России. Далее. В-третьих, возможность проводить собрания высшего органа управления организацией путем заочного голосования. Некоммерческой организации предоставлена возможность проводить собрания высшего органа управления организацией путем заочного голосования по двум вопросам: образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий, и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации.
Дело в том, что, как вы знаете, у некоммерческих организаций у всех имеются высшие органы управления, у которых имеется исключительная компетенция. А все вопросы, которые относятся к исключительной компетенции, они заочным голосованием раньше не могли решаться. В данный момент уже по 2 вопросам можно делать заочно. В-четвертых, меры поддержки для благотворительных фондов. Отмена обязательного аудита фондов, являющихся социально ориентированной некоммерческой организацией за 2019 год. Основание федеральный закон номер 166. Все фонды по закону номер 7 обязаны проводить аудит. Таким образом, за 2019 год аудит можно не проводить, то есть отменяется он. Следующее. Расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юридических лиц. Юрлица, оказывающие благотворительную помощь некоммерческим организациям, получают налоговые льготы. Федеральный закон 172. Этот закон мы еще будем дальше ссылаться на него. Так, теперь перейдем к дополнительным мерам поддержки, более существенным. Как вы знаете, существует 2 реестра. Первый, второй. Уполномоченным органом по формированию и ведению реестра социально ориентированных некоммерческих организаций является Минэкономразвития Российской Федерации. Эти реестры имеются на сайте в открытом доступе, на сайте Минэкономразвития. Вы можете проверить себя, свою организацию, входите ли вы в эти реестры. Первый реестр был создан для тех организаций, кто когда-либо с 2017 года является получателем субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, являлся получателем грантов Фонда президентских грантов, также является исполнителем общественно полезных услуг, либо поставщиком социальных услуг. Потом к нему присоединился второй реестр, куда вошли частные образовательные организации, имеющие образовательные лицензии, благотворительные организации и некоммерческие организации из перечня организаций, гранты которых предоставляются для поддержки науки, образования, культуры и искусства. Следующий слайд. Меры поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций, которые вошли в реестры. Освобождение от налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в государственные и внебюджетные фонды за 2-й квартал 2020 года. Если вы нашли свою организацию в списке пострадавших, вам придет уведомление в личный кабинет на сайте налог.ру. Либо, как на практике, практика нам показала, у кого отсутствует личный кабинет, приходят в письменном виде эти уведомления. Но также практика показала отрицательную практику. У нас возникли проблемы. Фонд «Семья для ребенка» решил воспользоваться данной мерой поддержки, но получили отказ. Ольга Анатольевна. Коллеги, добрый день. Отключите, пожалуйста, микрофоны. Я вижу, что микрофонов включено очень много, и мы слышим, получается, посторонние звуки. Да, я сейчас поясню. Мы действительно, нет, пожалуйста, верните обратно слайд, да. Мы действительно, как фонд «Семья для ребенка», не как единый ресурсный центр, а мы представляем 2 организации. Изначально это фонд «Семья для ребенка». Мы получили информационное письмо с межрайонной инспекции
от 15 июля 2020 года о том, что мы действительно в реестре, и нам положена такая мера поддержки, как освобождение от страховых взносов за второй квартал. Наш бухгалтер обратилась в налоговую, каким образом мы можем воспользоваться этой мерой поддержки. На что нам пришлось сегодня отправить официальное письмо, нам поступил в устной форме пока отказ, что у нас организационно-правовая форма фонд, значит, вы не являетесь субъектом малого предпринимательства и некоммерческой организации. Фонды не подлежат такой меры поддержки, как освобождение от налогов. Мы отправили письмо, как раз Вячеслав его и составлял, да, о том, что фонд, согласно ФЗ номер 7 о некоммерческих организациях, является некоммерческой организацией, мы входим в реестр, и мы имеем право воспользоваться вот этой мерой поддержки. И здесь мы можем, давайте после вот завершения, мы можем вот это обсудить, да, или услышать мнение наших уважаемых экспертов из налоговой инспекции. Предлагаю чуть попозже вот этот момент обсудить. То есть но в то же время, я знаю, здесь присутствуют представители некоммерческих организаций, которые воспользовались этой мерой поддержки достаточно успешно. Следующий слайд. И вот здесь очень интересная мера поддержки, на которой бы я хотела подробнее остановиться, льготные кредиты по ставке 2%. Во-первых, это беспрецедентно, потому что раньше некоммерческим организациям льготы, я не знаю таких кредиты не выдавались, только субъектам малого и среднего бизнеса, да, предпринимательства. И нас, наверное, некоммерческие организации очень пугает слово «кредит». Но не надо пугаться, потому что выделен определенный объем средств, не менее 248 миллиардов рублей для всех юридических лиц, включая НКО. Программа стартовала уже 1 июня. Помимо льготной ставки, доступны особые условия погашения. Тем организациям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, речь идет, конечно, о тех уже, таких крупных НКО, которые имеют на постоянной основе как штатки по трудовым договорам, так и по гражданско-правовым. Именно на 1 июня тот банк, в который вы обратитесь, а в нашей республике это Сбербанк, ВТБ-банк и Россельхозбанк, будут смотреть вообще все ваши перечисления по страховым взносам, по отчислениям ФСС и в пенсионное, да. Помимо, кредит будет списан, если будет сохранено не менее 90% сотрудников, вместе с процентами. Всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, организация должна будет вернуть только половину ссуды. Следующий слайд. Я хочу сказать, что такой мерой поддержки воспользовались в Перми, Архангельске, Владивостоке, Сахалин. Некоммерческая организация получила 8 миллионов рублей. У них в штатной численности более 30 сотрудников, у них частная школа совместно с детским садом. Так, льготные кредиты по ставке 2%. На какие цели выдается? Для покрытия любых документально подтвержденных расходов на деятельность организации. Коллеги из других регионов сказали, что они закрывают зарплату, налоговые отчисления, аренда, эксплуатационные, коммунальные расходы, командировки, на, приобретение реабилитационных материалов и так далее. То есть на что нельзя? На выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность. То есть жертвовать нельзя за счет средств кредита. Когда можно взять кредит, на какую сумму? С 1 июня по 1 ноября. Чем раньше вы подадите заявку, тем больше будет доступная сумма кредита. И хочу сказать, что мы вчера, во-первых, я хочу сказать, что 2 дня назад мы обратились в Сбербанк, централизованно сказали, что мы предоставим список некоммерческих организаций,
которые имеют сотрудников, они их не уволили. Сейчас в данном списке было 3 организации, но, Анжелика Егоровна, вы тоже, да? Мы вас включаем, для этого нам нужно будет от вас WhatsApp подтвердить, что у вас хотя бы одна штатная единица была от начала года, и она сохранится до 1 марта следующего года. Это очень важно, потому что если вы кого-то уволите или у вас не будет средств заплатить заработную плату и отчисления страховые, налоги, тогда придется возвращать кредит. И вот 3 организации... Да? Я извиняюсь, что перебил. Тут в чате написала Управление Федеральной налоговой службы, что в 3 часа у них ВКС, и они предлагают задать вопросы. Да, а мы сейчас уже вот завершаем и сразу же перейдем к вам, хорошо? Вот мы по 2% вот этот кредит завершим. Значит, дело в том, что мы вчера были в Сбербанке, откликнулся именно в Сбербанк. И хорошо, если вы являетесь получателями грантов, фонда президентских грантов, да? Если у вас открыт в Сбербанке счет, это плюс. Нужно с собой взять учредительные документы и ваш паспорт. Все. Но сегодня мне уже отправили из 7 наименований те справки, которые необходимо будет дополнительно занести в банк. И в случае, если ваша история и все нормально, и запрос, я думаю, в налоговой как раз берет банк, да, по всем отчислениям и по нашей истории, и налоговой, и вообще платежеспособной. И при случае положительного решения вам будет выделено кредит, который может списаться. Следующий слайд. Да, и на какой срок? Не более 1 года. И чтобы узнать максимальную сумму, необходима просто такая формула. Умножаем МРОТ с учетом районных коэффициентов, процентных надбавок, а также страховых взносов в размере 30%. Умножаем на численность работников вашей организации, базовый период, который равен периоду с даты заключения договора до 1 декабря. Значит, оставшую часть кредита банк будет перечислять отдельными платежами раз в месяц, также в пределах этого лимита. Я сказала, максимальный, который я слышала у Сахалин, 8 миллионов, значит, Сибирский центр 2 миллиона и так далее. И такой интересный лайфхак. Потратить надо в этот же день. Вот вам перечислили сумму, если вы ее не потратили, то будет сложно потом это все восстанавливать. Ну, значит, есть вот эти особенности. Мы с вами можем, вы нам напишите, номер телефона мы укажем, вы напишите, кто желает воспользоваться этой мерой поддержки. Мы этот список сформируем и отправим в Сбербанк. Я думаю, Сбербанк будет, сейчас это актуально для НКО. Следующий слайд, и мы, в принципе, сейчас можем перейти. Да, и как будут проверять, контролировать уровень занятости в компании будут с помощью специализированной блокчейн-платформы ФНС, которая уже запущена в работу. Сервис оперирует данными по страховым взносам, которые организации передают в пенсионный фонд ежемесячно. Так, и следующий слайд. В принципе, мы до перехода к имущественной поддержке, я предлагаю действительно сейчас, и у нас были вопросы к уважаемым представителям налоговых органов, да, давайте зададим, первый вопрос, который бы я хотела задать, вот насколько, как вы считаете, верным отказать нам фонду «Семья для ребенка» в той мере поддержки, которую мы указывали, в связи с тем, что мы являемся организационно-правовая форма, у нас фонд. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. По поводу предоставления нулевого тарифа страховых взносов некоммерческим организациям. У нас на сегодня 106 некоммерческих организаций уже представили такие расчеты по страховым взносам за
второй квартал по нулевому тарифу апрель, май, июнь, соответственно, из них 8 фондов представили такие расчеты. Поэтому я не думаю, что это проблема какая-то для принятия налоговой службой таких расчетов. Я думаю, тут какие-то либо с вашей стороны проблемы в заполнении расчета по страховым взносам, либо техническая сторона какая-то. Если вы обратились в межрайонный номер 5, то ваше обращение будет рассмотрено в ближайшее время и, соответственно, приняты какие-то решения, либо разъяснения будут вам даны. На сегодня вы Хорошо. общаетесь с представителями управления ФНС по Республике Саха-Якутия. Пятая инспекция, которая на 202-м находится и в которой вы администрируетесь, здесь не подключена в рамках этого ВКС. Хорошо, спасибо. У Юлии тоже да, был такой вопрос, предложение по запросам отчетности. Да, мы, некоммерческая организация, используем пониженный тариф по страховым взносам. И каждый раз нас налоговая требует, чтобы мы сдавали документы по учетной политике, по штатному расписанию. Насколько это можно все-таки срок продлить требований, во-первых, штрафов, да? И второе, вроде бы СО НКО не должны были начислять пени, штрафы в период пандемии, но нам начислили 47 копеек пени, что привело к недопуску конкурсу Ильдар-хан. Вот, очень стало обидно, например, нам. По поводу того, что запрашивают у вас документы на правомерность применения пониженных тарифов, да, каждый отчетный период, то есть квартал, 6 месяцев, 9 месяцев и год, у вас налоговые органы будут запрашивать такие документы. Если у вас какие-то документы имеют пролонгированное действие, то, соответственно, вы можете сослаться на очередное требование на те документы, которые были представлены за более ранний налоговый период или отчетный период. То есть, если за полугодие у вас спросили документы, можете сослаться на то письмо, которым за первый квартал были направлены соответствующие документы. Но спрашивать налоговые органы вправе. Это 88-я статья Налогового кодекса камеральной налоговой проверки и 31-я статья Налогового кодекса права налоговых органов. Поэтому реагировать надо, просто вступайте в переписку, если вы представили уже соответствующие документы за более ранний период. По поводу пеней у нас, в принципе, автоматически они начисляются. Если 47 копеек где-то начислилось или рублей там, то, значит, вы не вовремя заплатили, скорее всего. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы представителям налоговой инспекции? Ну, вот по пеням, да, действительно нам сложно уследить 43 копейки и 47 копеек. И когда мы подаем свои проекты на конкурс, получается такое ограничение, потому что даже фонд президентских грантов, он предусматривает, это, конечно, вопрос больше к порядку проведения конкурса грантов главы, потому что 1000 рублей возможность с последующим погашением предусматривает фонд президентских грантов. И у нас было предложение для внесения изменения в указ в порядок проведения конкурса, чтобы, конечно, точно такое же условие было. Потому что вот шаг Мирзвуков из-за 47 копеек не прошел проект достаточно высокого уровня, действительно очень обидно. Так, тогда еще, может быть, со стороны вот налоговых органов есть у вас какие-то предложения или обращения к некоммерческим организациям, к тому, чтобы, может быть, нам стать, не знаю, где-то информация какая-то есть, ее можно получить и так далее, может быть, изменения в законодательстве. Есть что-то вам дополнить для нас специально? Особенностей, в принципе, при налогообложении некоммерческих организаций тут особых нет. В принципе, на нашем сайте налог.ру достаточно подробно и понятным языком расписаны все изменения какие-то или комментарии какие-то налогового законодательства, поэтому очень рекомендуем использовать наш сайт, в том числе по мерам поддержки в период пандемии
COVID-19, все расписано, все показано достаточно понятно, вплоть до проверки права на какие-то меры поддержки. Ну, хотя на сегодня мы, если говорим 21 августа, уже меры поддержки в отношении НКО, они, в принципе, уже сроки все прошли, собственно, как и по субсидии 976 постановления правительства, так и по 172 ФЗ 30 июля у нас тоже уже второй квартал прошел представление расчетов по страховым взносам. Наш сайт, пожалуйста, смотрите, мы вам предлагаем очень доступный, читаемый и понятный сайт для налогоплательщиков. Рекомендуем вам. Хорошо, спасибо большое, что вы откликнулись на просьбу и присутствовали, дали комментарии. Мы сейчас вот прямо онлайн с бухгалтером отрабатываем. Я надеюсь, что да, на письмо у нас будет ответ положительный, и мы все это урегулируем. Что и, конечно, фонд — это та же некоммерческая организация, и я думаю, что надо думать о порядке, об изменении порядка, да, условия участия в конкурсах, грантов главы, для того, чтобы вот не было у нас ограничений по участию из-за пени 47 копеек. Давайте дальше перейдем. Имущественная поддержка — это вопрос животрепещущий. Здесь есть представители некоммерческих организаций, ну, я вижу очень многие районы, это здорово, и, возможно, у вас есть общественные пространства, соседские центры или общественные центры, но кроме мер поддержки мы хотим остановиться потом на примере нашего общественного центра на Курашова 24, какие бы меры имущественной поддержки мы хотели увидеть, да, и в условиях пандемии, и вообще в дальнейшем, чего нам не хватает. Значит, сейчас действует отсрочка арендной платы, льготные условия, перенос срока оплаты аренды по договорам государственного муниципального имущества, в том числе уменьшение размера арендной платы, с учетом того, что арендатор фактически не осуществляет свою деятельность из-за пандемии. Вот я на этом хотела бы словосочетание заострить внимание, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами президента Российской Федерации и главы Республики Саха-Якутия, штрафы, проценты или иные меры ответственности не принимаются. И здесь руководствоваться можно постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года номер 439, но здесь ключевое слово «арендная плата». А я сейчас говорю для тех, кто размещается, занимает площади по договорам безвозмездной аренды, да, муниципальной или региональной. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы не подходим под эту меру поддержки. Дальше, опять же, про аренду речь. Освобождение от уплаты аренды, а также отсрочка по аренде государственного, муниципального или коммерческого имущества, освобождение от уплаты аренды по договорам федерального имущества с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, отсрочка по договорам федерального имущества предоставляется на 6 месяцев с 1 апреля по 1 октября. Распоряжение правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года номер 670-Р. Узнать о получении освобождения от уплаты аренды на весь период действия ограничительных мер можно на официальном сайте Росимущества по указанному адресу. Кстати, мы презентацию можем, я думаю, разместить на нашем сайте. Запись будет размещена на YouTube-канале. Посмотрите, в чате мы написали ссылку на наш YouTube-канал. Вы заходите туда и абсолютно весь этот эфир можете посмотреть. Чуть позже мы его туда зальем. Следующий слайд. И, собственно, вот перед тем, как перечислить все меры поддержки, которые мы собрали с WhatsApp-групп, с представителей общественного НКО из общественного центра, я бы хотела сказать, вот у нас сейчас присутствует Корнилова Сарглана Семеновна, да, представитель Минимущества Республики Саха-Якутия. Мы бы хотели с вами вот выйти на прямой диалог, потому что... Добрый день.
Саргалана Семеновна, да? Да, добрый день, я вас слышу. Да, добрый день. Очень приятно. Спасибо за участие в нашей Zoom-конференции. Значит, наше здание. Мы располагаемся в великолепном здании на Курашова, 24. Насколько я помню, у нас было 14 некоммерческих организаций, может быть, сейчас уже больше, вы нам подскажете, которые размещены по договорам, значит, безвозмездного пользования. И вот в предложениях по мерам поддержки СОНКО несколько у нас пунктов есть, и, возможно, вы сможете нам прямо сегодня дать комментарий, может быть, чуть позже. Но вот для всех абсолютно некоммерческих организаций, и было у нас несколько таких обсуждений уже, мы предлагаем, и мы это включим в предложение сегодня, провести отдельный специальный конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по типу фонда президентских грантов. Мы так его и называли, конкурс по ковиду. И мы буквально на днях, да, коллеги, ждем результаты. Молимся, есть такой ресурс, как молитва, он иногда тоже помогает. Дальше Югра, значит, Ханты-Мансийский округ, они объявили этот конкурс уже в апреле. И было выделено большая сумма, не буду ее озвучивать, но самое главное, на что были выделены деньги. Это были прямые расходы, на погашение прямых расходов для продолжения деятельности. Собственно, очень созвучно с тем 2% кредитом, да. Самое главное. И дальше для оказания помощи целевым группам продолжать. Вот здесь есть у нас представители, которые оказывают помощь людям с инвалидностью, детям с инвалидностью, людям одиноко престарелым, одиноко проживающим, престарелым, услуги стационарные, полустационарные и так далее, волонтерская деятельность, включая группы пострадавших от пандемии. Дальше было предложение, это Николай Мартынов. В принципе, мне это предложение очень нравится. Оно созвучно, когда в марте у нас Общественная палата Российской Федерации собирала наши предложения по мерам поддержки. Мы тоже написали, что нам необходим в Республике Саха-Якутия, возможно, уникальный институт, но институт омбудсмена или уполномоченного по правам социально ориентированных некоммерческих организаций. Это тоже будет принцип единого окна, когда вот этот человек может в одном лице, может быть, это организация, которая возьмет на себя функцию, она будет защищать права, представлять интересы в органах власти, в представителей бизнеса, общественности, для того, чтобы подводить, соединять ну, какие-то итоги, предложения, замечания, а может быть даже и несогласие с чем-то в плане развития сектора. Вот. Такое предложение есть. И дальше мы переходим вот как раз к имущественной поддержке, где нам очень будет важен комментарий представителей Минимущества и как мы можем совместно вот это дело обсудить. Хочу сказать в предвкушении. Значит, мы направляли 2 письма и обсуждали уже вот эти вещи, которые у нас сформулированы в 3-м и в 4-м пункте. Это у нас уже было и на уровне МИЗО, на уровне Минмола, на уровне АГИПа, и в том числе в общественном центре. Но мы продолжаем вот этот разговор и думаем, что созвучно с мерами поддержки федерального уровня, на региональном уровне была бы ощутимая мера поддержки освобождения от уплаты в период пандемии, либо снижение тарифов на эксплуатационные расходы, вплоть до 30% для социально ориентированных некоммерческих организаций, которые размещаются по договорам передачи в безвозмездное пользование недвижимого имущества Республики Саха-Якутия. Потому что есть мнение, да, что завышаются тарифы, и с 2018 года на более 50% наблюдается постоянный рост. Вот в расходы,
которые включены в эксплуатационные, у нас мы видим накладные расходы, рентабельность, налог на имущество республиканское и процент добавлен за места общего пользования. Если бы у нас была оплата по факту, заметьте, мы не говорим, вот хотя были предложения по коммунальным, но мы не говорим про коммунальные. Я лично не включила. Не знаю, вы можете здесь включить свои предложения, некоммерческие организации, еще внести. Но я считаю, что коммунальные, они посильны. А вот эксплуатационные, они для нас завышены. И еще вот эти площади за места общего пользования, которые не используются в данном, ну, по примеру Курашова, они тоже легли на наши плечи сейчас. Дальше, но мы предлагаем, это уже когда у нас эпоха пандемии пройдет, все-таки организовать свободный доступ во все общественные пространства, центры, в общественные помещения. И мы, вот общественные организации некоммерческие, мы немного отличаемся, да, наверное, от, так скажем, представителей власти. Потому что кто-то совмещает некоммерческую деятельность со своей основной, и с 8 до 10, но мы точно действуем. Мы не останавливаемся, мы продолжаем свою деятельность, и в выходные дни тоже. Ну, на данный момент, конечно, ничего сложного нет написать письмо и попросить в выходные доступ в тот же общественный центр, но это каждый раз нужно соблюдать, но не факт, что до 10 вечера нам разрешат, например, встречаться с целевой группой. Здесь тоже возможен комментарий, и мы готовы услышать предложение. Дальше мы предлагаем не только в нашем общественном центре города Якутска, а вообще организовать это к муниципальным образованиям в том числе. Нам нужны коворкинг-центры, открытые пространства с организованными рабочими местами. Мы не будем мучить муниципальную власть и государственную с просьбой предоставить нам помещение, если у нас будет, да, допустим, клуб или вот в общественном центре будет помещение с доступом интернет, ноутбуки, мебель, ну, кулер. Ну, или кулеру там сами могут общественники организовать. Или прийти со своим ноутбуком, например. Но у нас, например, в нашем коворкинг-центре, в едином ресурсном центре, всегда находятся представители арктических улусов, которые заполняют онлайн-форму фонд президентских грантов. А здесь есть представители некоммерческих организаций, у которых родительские клубы, волонтерские движения. Они не могут все набиться в какой-то холл или прийти кому-то в гости. Это, в принципе, нормально, коворкинг-пространство, потому что есть свободные художники и фрилансеры, которые могут воспользоваться. Вот в общественном центре, если у нас на 10 персон будет, это было бы здорово. И мы, как единый ресурсный центр, могли бы взять на себя администрирование, ну, чтобы там был порядок, да. Но другое дело, кто на себя возьмет вот дополнительные расходы по содержанию этого коворкинг-центра. Но он очень нужен. И, в принципе, у нас есть победители конкурса фонда президентских грантов. Я лично их рассматриваю как инвесторов. Они привлекли федеральные инвестиции в республику Саха-Якутия, и им негде размещаться. Им негде заполнять свои отчетные документы, собирать и готовить документы под ключевые контрольные точки и так далее. И думаем, что, может быть, в общественных пространствах и в нашем общественном центре предусмотреть такие кабинеты для временного размещения тех некоммерческих организаций, которые привлекли сюда инвестиции извне, включая фонд Потанина, Тимченко и так далее. Мне кажется, это такая, пусть она будет временной мерой поддержки, да, но на период реализации проекта, когда они спасают бездомных животных, когда они помогают выпускникам детских домов, когда они берут на себя заботу о людях, которые остались на улице или в кризисной ситуации. Я считаю, что мы только совместно все, да, поддержим такие инициативы, и жизнь станет как-то более позитивно. Вот такие предложения мы озвучили. И что скажут, или мы ждем комментариев представителей МИЗО, Минмолодежи.
А может быть, есть дополнение. Я могла не все включить, и с муниципалитетов мы ждем ваши предложения. Вот. Ну, наверное, я, представитель Минимущества, начну отвечать на ваши вопросы. Вот то, что указано у вас в предложениях по мерам, да? Начиная с третьего вопроса. Вот где вы говорите о снижении тарифов на эксплуатационные расходы. Ну, и не буду повторяться, вы, наверное, уже все знаете, что социально ориентированные некоммерческие организации пользуются государственным имуществом на праве безвозмездного пользования, но с обязанием оплачивать коммунальные эксплуатационные расходы. Вот балансодержателем здания общественного центра по адресу город Якутск, Курашева, 24, является государственное бюджетное учреждение службы эксплуатационно-технического обслуживания. И вот экономика этого учреждения, она рассчитывает все расходы по содержанию данного здания. И вот те предложения, которые вы говорите, чтобы вот снизить на сколько-то процентов расходы, нужно направлять в адрес балансодержателя. Они уже, как организация, которая рассчитывает свои расходы, оплачивает смету расходов и доходов, защищает в Министерстве финансов, в Министерстве экономики, они будут смотреть и рассчитывать, насколько возможно предоставление таких льгот. Это вот что касается третьего вопроса. Что касается четвертого вопроса, вот свободный доступ в помещение общественного центра, мы тоже с вами неоднократно рассматривали этот вопрос вместе с балансодержателем здания. И вот балансодержатель, в принципе, не против, но у нас вот такой порядок, что и мы тоже располагаемся в здании АМОСа 8, балансодержателем которого является это же государственное бюджетное учреждение, мы тоже заранее пишем заявки и предупреждаем, что вот тогда-то у нас будут рабочие дни. Вот что касается выходных. И что касается вот допоздна работать, то же самое. Делается заранее заявка. Отказов мы никогда не получали. Ну, это вот такой порядок, который принимается балансодержателем, вот скажем так, хозяином этого здания. У них есть и служба, которая охраняет эти помещения, есть понятие сигнализации, постановка на сигнализации, поэтому требования у них обусловлены вот именно охраной и содержанием этого здания. Что касается вот открыть коворкинг-центр с организованными рабочими местами, ну, тут вот я бы хотела напомнить порядок размещения общественных организаций в общественном центре на Курашева, 24. У нас с вами создана межведомственная комиссия, в состав которой входят представители как общественные палаты, представители вообще общественности, Министерство молодежи, наше министерство и администрация главы правительства. Вот на этой комиссии мы рассматриваем по мере высвобождения помещений в здании Курашева, 24, рассматриваем заявки организаций общественных, которые подаются вот на размещение в данном здании. И, как правило, все это принимается комиссионно. Коллеги сами рассматривают эти заявки, и организации вот подлежат заселению в это здание вот на основании решения этой межведомственной комиссии. Но вот единственное, что я бы хотела подчеркнуть, что по мере высвобождения помещений в этом здании. Ну вот, в принципе, все, что я вот хотела сказать по третьему, четвертому, пятому вопросу. Спасибо. Хорошо, спасибо за ваш комментарий. Здесь, ну, сразу рождаются еще другие предложения, да. Ну, во-первых, у нас, вот если с конца начать, 704 кабинет у нас стоит пустой, очень много лет. Мы успешно его иногда используем для проведения наших семинаров, но, в принципе, его можно было бы рассмотреть под коворкинг-центр. И здесь мы не говорим о том, что это должно ложиться все на плечи, например, Минимущества, да. Это вообще такой, мне кажется,
совместный должен быть проект, где вы предоставляете вот это помещение, а мы, например, единый ресурсный центр, должны будем при согласовании и обсуждении с другими некоммерческими организациями просчитать, что для этого нужно, и организовать это пространство. Вот даже если временно. Вот я предлагаю таким образом. Вот этот коворкинг-центр пока организовать в 704-м кабинете. При совместном участии я приглашаю ОНФ, все те, кто размещаются. И это называется краудфандинг, когда с миру по нитке, да, и кто-то печенье, кто-то конфеты, а можно и фандрайзингом заняться, поставить там коробочку, и если вы хотите печенье и кофе, ну тогда можно и скинуться. Нам главное, мне кажется, для общественника, чтобы было помещение, а он найдет, что с ним делать. Вот по коворкингу я предлагаю таким образом сделать. Вот в общественном центре, мне кажется, это возможно. Если вы 704-й нам предоставите, потому что он стоит пустой. Вот, и что Вот, извините, тут у меня сразу замечание, да. Вот когда вы говорите во временное пользование, мы все прекрасно знаем, что в здании общественного центра у нас имеются актовые залы для общего совместного пользования. Тоже предварительная заявка и на определенное время для проведения конференции, вот проводятся бизнес-встречи и прочие мероприятия. Для них предоставляются вот такие свободные помещения в общественном центре. Да, это понятно, но даже когда мы заселялись, я помню, что был перечень услуг, которые были в общественном центре. Это и коворкинг, там было прописано, и залы, и помещения для проведения семинаров. Вот я помню, что коворкинг там точно стоял. Здесь речь-то идет о чем? Вот мы даже можем с вами посчитать, сколько раз в году он задействуется, 704-й кабинет. И использовать его Наша-то задача, чтобы вот было эффективное вложение средств, правда, в том числе республиканских, чтобы не было пустот. Есть великолепный зал на 6-м этаже, иногда мы с профсоюзами дружим и что-то у них проводим. У нас многие проводят в 703-м тоже возможные семинары. Совершенно верно, никто не отказывает. Пожалуйста, да, проводите мероприятия. Вот по коворкингу точно это решаемо у нас, мне кажется, свободно. Но только при обоюдном, конечно, согласии. А вот насчет все-таки наших эксплуатационных расходов. Вот сейчас в чате пишут, это коллеги посчитали, что за 3 года идет на 60% удорожание. Мы встречались с представителями СЭТО, еще тогда была ГБУ Лена, достаточно эмоционально все мы это обсуждали. Здесь, мне кажется, пора друг друга услышать. Или на время пандемии мы точно эти предложения направим, чтобы во время пандемии эксплуатационные, вы же видели, вот как по аренде, да, ввиду того, что арендатор не использовал эти средства. У нас 2 переболели ковидом, нас в офисе не было, вот по факту. И не только у нас такая история, мы знаем такая история в 701-м и так далее. Коллеги здесь сидят, они подтвердят. И я думаю, что меры поддержки на федеральном уровне есть. Там звучит слово «аренда». Мы все-таки будем настаивать на том, чтобы эксплуатационные расходы у нас в Республике Саха-Якутия были включены дополнительно к аренде, но эксплуатационные на уровне республики. Вот здесь я считаю, что на время пандемии мы можем рассчитывать на такую меру поддержки. И надо сейчас думать, каким образом это сделать. А когда уже после пандемии, на будущее, конечно, чтобы не была нагрузка на бюджет Республики Саха-Якутия, есть такая мера поддержки, как я сказала в Югре, это субсидирование, да? Субсидирование коммунальных, эксплуатационных, арендных затрат для некоммерческих организаций. И тогда мы этот вопрос в АГИПе обсуждали, и тогда нам, по-моему, Минфин
Минмолодежи отправил ответ, что нет свободных средств для субсидирования вот таких расходов. Но опять же, нам никто не мешает продолжить вот эту работу для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу. Ну, потому что по факту, да, у нас нет аренды, но в месяц платежи, они иногда соответствуют сумме аренды в городе Якутске. Ну, вот по факту так. Да, И вот не все-таки все. я пытаюсь сказать, я очень хотела бы, чтобы вы меня услышали, и все-таки понимание у вас было, что аренда — это не эксплуатационные расходы. В полномочия Минимущества входит вот именно предоставление отсрочки по арендным платежам. В данном случае у нас безвозмездность. То, что вы говорите эксплуатационные расходы, это не в полномочиях Минимущества. Вот как вы справедливо заметили, это Министерство финансов и Министерство экономики, так как речь идет о здании, которое на балансе у государственного бюджетного учреждения. То есть вот предложение, когда вы хотите снизить стоимость эксплуатационных расходов, это получается прямое субсидирование из бюджета. Это вопрос должен решаться на уровне Минэкономики и Министерства финансов. Прошу вас все-таки, Да, чтобы понятно. имелось понимание в этом вопросе. Это не зависит от Минимущества предоставления вот вам указанных льгот. Спасибо. Хорошо. Тогда как вы смотрите на то, чтобы третий пункт мы можем чуть-чуть перефразировать и прямо его конкретно адресовать Минфин, Минэкономики, РСЯ? Вот опять-таки, извините, не могу вам посоветовать, потому что мы вот этим вопросом не занимаемся. Хорошо, ну я думаю, Боюсь вам неправильно трактовать. Ну, совет ну, по крайней мере, вот ваше замечание, оно, мне кажется, верно, что мы-то все время вели переговоры с вами, а нам дополнение, конечно, нужно подключать тогда Минфин и Минэкономики. Я думаю, что это действительно будет разумно. Давайте мы таким образом поступим. Хорошо? Спасибо. Еще есть какие-то предложения по поводу различных мер поддержки? Все, что мы перечислили, это и имущественная, это и налоговая поддержка, это и кредитование у нас впервые возникло. И есть какие-то предложения? Может быть, вы сейчас в чат это не написали, да? Но давайте мы определимся. Напишите, пожалуйста, коллеги Единого ресурсного центра в чат наш номер телефона, электронную почту и еще раз YouTube канал продублируйте, чтобы запись была. Потому что эта презентация, мне кажется, пригодится для использования и в работе, и в реализации мер поддержки на деле. Я бы хотела, чтобы представители, особенно муниципальных образований и некоммерческие организации, которые здесь присутствовали, давайте определимся в срок до понедельника. Направьте, пожалуйста, нам. Вы можете звонить, вы можете в WhatsApp, вы можете электронной почтой нам направить предложение по расширению мер поддержки на муниципальном региональном уровне, а также кто хочет воспользоваться и кто реально может воспользоваться мерой поддержки 2% кредитования. Мы сформируем список и направим в Сбербанк. Они ждут. Могу сказать, что еще если все будет хорошо, то уже вы можете воспользоваться этой мерой поддержки август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 5 месяцев. Соответственно, сумма кредита будет больше. По идее, нам это можно было сделать в июне месяце. Вот. Еще какие-то предложения, коллеги? Обратная связь. Что мы забыли? Было бы здорово встреча с ИТО. Встреча с ИТО. Хорошо, это предложение. Но понимаете, да, что нам нужно встречаться с ИТО, с обозначенными представителями органов власти. Да? Это значит еще одна встреча. Еще одна встреча. Это предложение.
А скажите, в муниципалитетах у вас есть такая форма поддержки, как организация общественных пространств, общественных центров, вот как у нас? Великолепное, красивое здание на Курашова, 24, в Усть-Майском, в Сунтарском улусе. Напишите в чате, если стесняетесь сказать так. Вот пишет, значит, реплика. А так на уровне республики нет никакой поддержки для СОНКО, получается. Но с учетом вышеуказанной, которая была, конкурс грантов, что портал, да, ресурсная поддержка. Получается, что пока нет. Может быть, в районах что-то сделано. Было бы хорошо узнать, потому что в город Якутск это одно, в муниципалитетах это другое. Ну, мы вас приглашаем всех нам писать, звонить и направлять свои предложения. Я думаю, что мы, это у нас родится протокол или предложение по расширению мер поддержки. В адрес председателя правительства предлагает Надежда Вячеславовна. Как вы считаете, коллеги, что это будет у нас? Давайте коллегиально решим. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень хорошее, полезное, нужное совещание. Хочу поблагодарить Ольгу, отчество Оля. Анатольевна. Ольгу Анатольевну за столь значимое мероприятие, да, и вот совещание. И давайте все-таки мы напишем это предложение в адрес, да, председателя правительства Республики Саха-Якутия, и там вот даже можно привести примеры вот по аналогии других, да, регионов, где были оказаны эти меры поддержки. И в нашей республике это тоже должно быть четко, ясно, все оказано, механизм должен быть, и все наши наболевшие вопросы мы обязательно должны высказать, чтобы было конкретное решение, конкретное предложение, а не очередная отписка, что уменьшать не будем, эти эксплуатационные еще увеличим и так далее, и так далее. Мы все это проходили, мы с вами не первый год являемся некоммерческими организациями. На уровне Российской Федерации, на федеральном уровне постоянно говорят о поддержке, особенно во время пандемии, да, некоммерческой организации. Я недавно разговаривала с общественной организацией, которая находится в Пскове, которая находится в Москве. У них вот тоже объявляются помещения, которые предоставляются для НКО безвозмездно. Они даже коммуналку не платят. Им дают столько же, сколько у нас, допустим, 45 квадратов, и у них не требуют коммунальные услуги, и у них не требуют эксплуатационные. Они там сидят и реализуют социально значимые проекты. Оказывают, ну вот как в Минюсте, да, мы зарегистрировались социально, ну, понятно, короче, да, социально ориентированные коммерческие организации. А почему у нас мы должны такие большие деньги? Пусть тогда бюджет компенсирует мы же тоже предлагали через Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. Пусть вот ту часть, которая, ну, как бы у них накручивается вот по эксплуатационному, пускай в бюджете предусмотрят эту сумму, а мы будем готовы платить за коммунальный, за свет, за интернет, за все мы платим. Да? Вот. И, значит, большое спасибо. Вот такие предложения. Давайте в адрес напишем и будем ждать конкретные ответы, чтобы был у нас конструктивный диалог. Большое всем спасибо. Ага, у меня вот, Ольга Анатольевна, как раз по погашению, да, помощи, может быть, какие-то крупные организации, которые вот часть собственности находится в республике, они же могут оказать нам юридическую вот помощь, ну не юридическую помощь, а помощь, и вот эти средства можно же направить для СОНКО на погашение вот эксплуатационных услуг, а не из бюджета деньги брать, например, Анжелика Егоровна, а именно вот с крупных организаций, чтобы они направили, может быть, в единый ресурсный центр, да, как помощь от юрлица. И вот эти средства можно же как-то помочь на погашение коммунальных эксплуатационных услуг
пропорционально всем НКО. Ну, как предложение. То есть вы предлагаете бизнес использовать, подключить? Чтобы это было, как бы глава сказал, передал крупным организациям, чтобы они оказали помощь. Да, вот. Нет, ну, конечно, это очень хорошее предложение, Юлия, но я хочу сказать, что это будет опять такое разовое, временное. Мы это уже проходили, много раз это проходили. И сейчас, кстати, в законодательстве, если раньше было, что у них есть у крупных предприятий, организаций льготы по благотворительности и так далее, сейчас это убрали. И поэтому сейчас им вообще невыгодно оказывать, ну, какую-то... Я же очень много обращалась, мы в 90-е работали, в 2000-е работали, там именно была у них льгота, и тогда они охотно оказывали помощь. А сейчас у них нет такого в налоговом как бы льгот, что они будут заниматься благотворительностью. Поэтому вот это все и прекращается, что мы ходим постоянно, проводим благотворительные мероприятия, просим крупные предприятия, организации, они в последнее время очень неохотно отзываются. Но это хорошее предложение, но оно в жизнь как бы не войдет. Недропользователи должны, мне кажется, оказывать помощь. Наше население находится вообще на уровне Правильно. бедности. Ну, хорошо, если это получится. Да. Можно попробовать. Я вот что хочу сказать. Было исследование вообще пожертвований благотворительности, особенно вот сейчас в последние месяцы наблюдается, во-первых, да, верно, я согласна, что малый и средний бизнес в плачевном состоянии, пострадали не только НКО, но и бизнес в том числе. Кстати, крупный тоже пострадал, да, в зависимости от того, какую они деятельность ведут. Потом надо учитывать, что когда мы занимаемся фандрайзингом, нам в первую очередь дадут на помощь нашим благополучателям. То есть, да, на помощь бездомным, на помощь одиноко проживающим, на помощь детям-сиротам, детям с инвалидностью и так далее. Когда мы начинаем просить, дайте нам, пожалуйста, средства на наши административные расходы, нам чаще всего отвечают, что, ребят, вы можете сидеть дома, вы можете объединиться, снять квартиру, ну, приходите к нам. Вот очень хорошие, ну, в муниципалитетах мы знаем, что зачастую некоммерческие организации размещаются в клубах, библиотеках, школах и так далее, да, и поэтому вот чаще всего на административные расходы фандрайзить очень сложно. Крупные фонды, такие как Росфонд, например, вы же знаете, что практически все миллионы, которые они привлекают, они направлены детям с прямо очень тяжелыми заболеваниями. Поэтому здесь только если действительно, Юля, это централизовано, если это будет поручение, ну, перевести это в такой режим постоянный, это нужно постараться. Но как предложение оно действительно очень хорошее. Да? Если у нас сложно, это ложится очень тяжело на плечи власти, то тогда, может быть, мы переложим это на плечи бизнеса, получается. Хорошо. Но есть еще, коллеги, предложения, вопросы и так далее? Ну, давайте мы завершим сегодняшнюю встречу. Я благодарю всех за участие. Думаю, что мы все-таки не зря собрались, и это надо продолжать, да. Вообще это можно сделать летучками и раз в месяц точно делать вот такие встречи для того, чтобы понимать. И, кстати, онлайн-то как раз они позволяют нам сейчас здесь и Усть-Маю видеть, и Сунтар видеть, и Булун, да, и это просто здорово. И мы поддерживаем всяческие некоммерческие организации и кураторов НКО в муниципалитетах, готовы сотрудничать. Считаем, что в каждом муниципалитете должен родиться ресурсный центр, должен родиться центр активности некоммерческих организаций, и в том числе общественные центры. Давайте мы все друг друга поблагодарим, мы сформулируем предложения, направим их мы отправим их в группы, кстати, НКО, да, в том числе группа Курашова 24, и после того, как вы все дадите добро, мы отправим это совместно с Минмолодежи, получается, председателю правительства. Все согласны? Согласны. Хорошо, спасибо вам большое, берегите себя и своих близких.
Хорошо. Всем спасибо. Доброго. Пока-пока.